презентацию книги проводим именно в Караколе и в университете Каракольском. И это особенно трепетно. Мы сегодня приехали, чтобы рассказать о том, что такое СМД, и презентовать эту книгу. СМД – это не просто проект, это направление, исследовательское направление, которое сейчас во всем мире очень активно продвигается. Во всем мире международном оно называется Memory Studies, то есть это исследование памяти. Потому что мы знаем, что история, она часто бывает черно-белой, что историю пишут люди государства, люди при власти, и они описывают и рассказывают обществу, кто такие там герои, кто хороший, кто нехороший. И очень часто какие-то моменты, мы их называем белые пятна истории, они скрываются. Память имеет несколько иной подход. Память изучает историю каждого человека, историю каждого места, историю любого события. И тогда мы смотрим на историю с точки зрения человека. И это может быть что угодно. И нам очень важно, что вот в Караколе замечательный, например, архив. Мне кажется, что вот я давно этим занимаюсь, но такого архива, как в Каракольский областной архив, такого нет. Очень профессиональный, прогрессивный. И люди, которые там работают, они предоставляют какие-то материалы, мы там работаем. Например, совсем недавно была история с Бозо, да, когда вот было сказано, что, оказывается, это не очень такой напиток, который можно. Тут же мы выставляем документ о том, что в 1937 году в Сокольской области, тогда по-другому это называлось, был репрессирован человек, который изготовлял и продавал. Он за это был репрессирован. И если мы узнаем память, мы узнаем больше. Память людей, память каждого человека. Я хочу сказать два слова про эту книгу. Она вышла, вначале она была презентована в Берлине, потом в Тбилиси, потом в Бишкеке, в Аше, и вот теперь в Караколе. Это особенно важно для нас, потому что здесь истории, которые мы собрали именно здесь. Это история рода Мамыркан, которую мы собрали. Это история практически села Вадархан. В Жетеугусском районе. Она уникальна. И с одной стороны, она уникальна, с другой стороны, она статична. Потому что каждая семья, которая проживала на этой территории, она столкнулась с 16 годом, с Сюркуном, с репрессиями. И меня поразила история, когда отец и 4 его сыновей прошли 16-й год, прошли трудности или коллективизации, а потом одновременно попали все в тюрьму, и, по сути, они погибли. Вот этот вот драматизм. И здесь есть история Шертай Субанова. Я не знаю, как, наверное, может быть, все в Караколе про него знают. Это уникальная история. Это практически, это человек, которого можно называть Солженицыным Кыргызстана, Центральной Азии. Он прошел Колыму, он пострадал за то, что был просвещенцем, и все это описал. Поэтому мы приехали сюда, мы этим делились. Вот наш проект СМД этим занимается. У нас очень много различных планов. Может быть, вот Зарима расскажет. Зарима Судьбада парагемдай, она кыргызчасында чиеш тагдырлар деп китептер чыгарып жатты. Ана чындыгында мен китепти барактап карап көрсөм, ушу биздин Караколдогу чындыгында Шүкүр областындагы Үркүл ушундагы ошондой эле мына 30-жылдардан кийин бизде бир каартуу заман болду мезгилдерчи. Ат жерден адамдар атылып кетти да көйгө. Мына Касым Тыныстаганов дегендей бизде канча деген Сыдык Карачев дегендер, мынакей жазуучулар, акындар, ошол мезгилде агартуучулар дегеле мугалимдер мынакей жогоруда айтып кетти да, туюктагы муң китебин жазып мынакей биздин Шертай атабыздагы кандай тагдыры оор аянычтуу болгон да. Алгычтагы мынакей алтын чыккан жерлерде Сибирдин эң бир тозоктуу жерлерине барып кыйноодо жүргөн бул киши 10 жылдан ашык ушул азаптар чеккендиги жөнүндө айтып беришти алгычтагы да. Мына эми ушул тагдыр деген ар кандай нерсе да. Тура анакей жанагы Мамыр Карата жүрдү айтпады, жетип жүрөйм Дархандагы деп ушул үркүндөгү нерсе жөнүндө. Ана сизде кандай кошумча ойлор бар ушул боюнча айтсаңыз? Чиеш тагдырларды атпайбызбы, көбүнчө балким чиеш дегенди көп түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул бири-бирине сиңип калган, бири-биринен тараган, байланган деген билдирет да. Мисалы үчүн бир эле тагдырдын артынан ондогон, жүздөгөн адамдын тагдыры бири-бирине байланган. Ошол эле Шертай Субанов
атабыздын тагдыры, анын артынан Жусуп Абдрахмановдун, канчалаган адамдардын тагдыры байланып ачыкка чыкканда ошол жөнүндө кененирээк биздин китебибизге жазып чыгардык. Бул китепти чыгарып койдук деп эле отуруп калбайбыз. Бул китептин чыгышы бизге алдыга койгон иштерибизге кандайдыр бир күчтөн берет. Себеби биз адамдар менен дагы жолугушуп, тагдырларын билип аткан кезде дагы андан дагы кызыктуу тагдырлар чыгып атат. Ошон үчүн биз ушул жылы бул китептин экинчи жыйнагын чыгарып топтогону жатабыз. Бул биз үчүн дагы бир жакшы алдыга карай умтула турган нерсе деп эсептейм. Негизи бул долбоордун алкагында жөн гана китеп чыгарбайбыз, ар кандай иш-чараларды өткөрүп турабыз. Мисалы үчүн апрель айында биз ошол тарыхка, кандайдыр бир изилдөөгө умтулган, кызыккан улан кыздар, адамдарды чогултуп мастерская өткөргөн атабыз. Бул Тамгада өтөт. Кажы Сай, Тосор, Тамга 3 айылдагы ошол мындай бир өзгөчө жерлер болобу, адам болобу, өзгөчө балким нерселер болобу, ошону чагылдырып чыгабыз. Ал 3 максатта берилет. Биринчиси ошол историческая память деп коебуз. Экинчиси тарыхый эстелик, экинчиси ооз эки айтылган окуя, үчүнчүсү фото, видео. Ошол 3 теманын алкагында аларды үйрөтүп, жыйынтыгында кандайдыр бир материалды чыгарып чыгабыз. Эң негизги максатыбыз көмүскөдө калган тагдырларды кайрадан ачыктап жазып чыгуу. Эстөө деп да келебиз. Баягы жаңы мундун, жаңы көз караштын нерсесин алкагында тарыхта болуп өткөн окуяларга, мурун баштан өткөн окуяларга жаңыдан көз караш менен кароо. И вот, например, период независимости, мы часто говорим про Каканское ханство, про Алтай, про Гены, но даже период независимости, он, по сути, не проанализирован. Вот даже баткинские события, они были практически недавно, да, но они тоже интерпретируются по-разному. В прошлом году мы хотели сделать это исследование, собрать материал, и мы не дошли только до Зардалы, мы не успели. Я думаю, что мы к этому вернемся. Мы вернемся к теме афганской войны, потому что ее тоже очень много героизировали. А на самом деле там было очень много драм, и непонятно, для чего она так и была. И в истории советского периода очень много, например, басмачей. Мы делали несколько исследований, и у нас была дискуссия по поводу басмачей. И это тоже далеко не однозначно. Или, например, депортации народов. Вот здесь, например, рассказано о корейцах и о немцах. Это очень драматическая история, когда наказывали не человека, не группу, а целые народы. Почему, как, за что это произошло. И это тоже очень важно. И на самом деле пятен очень много, и много вопросов. Например, одна из первых книг про память – это книга Чинары Джакыповой «Конфискация жизни». И она рассказывает про еврейское дело или дело трикотажников. Было дело о киргизских националистах, как говорится. Это была папка оформлена. Мы хотели бы приоткрыть это и почему, как это происходило. Или вопрос диссидентства. Было ли диссиденты в Кыргызстане или нет. То есть перед нами на самом деле очень много задач, и мы хотим, наша задача, понятно, что мы не сможем все это исследовать к нам больше, но мы хотим активировать эту память. Давайте, мы не сможем, как любой человек, который не справился со своими прошлыми травмами, который не осмысляет свою, скажем так, юность, молодость. Если мы не осмыслим период, например, советский с точки зрения независимого Кыргызстана, мы не сможем двигаться дальше. И в этом смысле наш проект, это не проект, это площадка, потому что проект, он как бы начинается и заканчивается, когда есть или нет финансов. А мы, есть финансы, нет финансов, мы продвигаем это знание. Вообще оно очень актуально. И, например, историю Второй мировой войны с точки зрения одного солдата. Да? Вот был фильм такой 1917. Вот сейчас, да, очень популярный фильм 1917 год. Или там, «Судьба солдата». Да? То есть через историю простого человека показывается такое большое значимое событие. Вот это тоже наш подход, как вот Рот Мамыркан, через историю людей, мы показываем, как жили люди,
Дархан, в селах, в горах. Например, такой момент, о котором мало говорится, но это очевидно. В 16 году многие выжили, те люди, которые прошли Китай и обратно, выжили благодаря опию. И культура опия, это, по сути, была конвертируемая валюта, и многих это спасло. И там есть очень многие моменты, которые есть в нашей истории, но мы до сих пор не раскрываем. И есть истории, которые мы еще боимся. Мына кейбір жоғарыда айтып кетпей өтіп өтші. Тарихи ашқыштарды ашылғандары көп та негізі. Неміз істерді мен ойлап отырмын, мағы көміш көті ашып алған жақтарын алып шығу екен де негізі. Көміші бұл архивтермен істеш көді оны, істеші де ұру ғой. Көбүнчө мен мисалы үчүн кээ бир маалыматтарды тактоо керек болгондо архивтерге кайрылып турабыз. Учурдан пайдаланып Каракол шаарынын архивине терең ыраазычылык билдиребиз. Материалдарды тактап чыгарууга чоң салым кошуп келишет. Вообще, надо отдельно сказать благодарность Каракольскому архиву и Чинаре Джесси Диматовой. Это уникальный. Мне кажется, что он наиболее открытый и наиболее прогрессивный. Очень много человеческих историй, биографий мы открыли через Каракольский архив. Я уже упомянула про историю с Бозо, да, и там на самом деле он открыт, и когда я там работала, я видела, как много людей приходят и находят истории своих бабушек, дедушек. Архивы далеко не везде сейчас открыты. Есть тенденция к тому, что они даже закрываются. А у вас есть такая возможность узнать прошлое. Потому что, узнавая историю своих бабушек, дедушек, можно понять многое о себе. На самом деле разговор не о прошлом, а о будущем. Вот, поэтому благодарность университету, вашему архиву в лице замечательных сотрудников